селе Чапаево Алекминского района вновь свои двери распахнул Дом быта. В течение почти 2 десятков лет здание находилось в бесхозном состоянии, но сегодня его бывшие клиенты взяли в свои руки судьбу любимого центра. Подробности в материале наших алекминских коллег. Более 20 лет назад Валентина Шевченко прибегала именно сюда, в быткомбинат, с заказом на услугу по подшивке унтов. Здесь же жители села Чапаево могли сделать стрижку, а вот после 90-х и всех последовавших за ними изменений здание обветшало. Пока не получило второе рождение буквально на днях. За довольно короткий период совместными усилиями здесь провели огромный объем работы и вновь ждут своих клиентов уже сама Валентина и работники Дома быта. Большую поддержку мне, конечно, семья помогла, мой муж, старший сын. Они сразу одобрили мое предложение, конечно, с осторожностью, как это так, это им жутко было. Они тут походили вокруг, походили, крышу они сами постелили, крыльцо они сами тут делали, сын тут обшивал комнаты сам. Конечно, трудно, тяжело было, и в денежном плане очень тяжело было. Тепло, чистенько, по-домашнему уютно, зелень на окнах, пощелкивают дрова в эксклюзивной печке. Еще летом в это поверить было сложно, а теперь на днях ждут швею, выходит на работу сапожник. В данный момент работает парикмахер, но она занята на своей основной работе. Мы сейчас еще направляем еще одну девочку на учебу от Центра труда и занятости. Именно на парикмахера еще учиться, потому что мало будет одного нам человека. Вот насчет швеи, значит, договорились, она приезжает местная, сюда ворачивается жить, будет здесь у нас работать. Ну и сапожник, он уже приехал здесь. Воплотить в жизнь этот проект было сложно, и Валентина Алексеевна глубоко благодарна всем, кто ее поддержал. Это и администрация села Чапаево, и предприниматели Алекминска и Ленска. Это далеко не все, что сможет предложить Дом быта сельчанам. Идей много, делится Валентина. А пока есть идеи, есть и жизнь. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.